центре Уфы распилили на куски 12 автомобилей. Башкирская столица приняла финальный этап соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России» по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварии на автомобильном транспорте. Мероприятие вызвало интерес и у жителей города, особенно детей, для которых организовали выставку техники и провели конкурсы и испытания. Азат Садриев увидел все своими глазами. Обозначить место массового ДТП на дороге и зафиксировать перевернутый автомобиль. С этого начинается не только соревнование, все как в реальной жизни. Когда каждая секунда на счету, сотрудники МЧС действуют как слаженный механизм. В такой ситуации необходимо иметь навыки пользования аварийно-спасательным оборудованием, быстро вскрыть кузов машины, отсоединить аккумулятор. Вот это сделать нужно так, чтобы те люди, которые пострадали от дорожно-транспортного происшествия, не пострадали во время аварийно-спасательных работ. Это вот основная задача данных соревнований. Только в этом году по республике Башкортостан наши спасатели выезжали более 2000 раз и более 900 спасенных жизней. У нас как золотой час, потому что на дороге это деблокировать и готовность это спасателей должно быть, как и врачей, оперативно, быстро. Финальный этап всероссийских соревнований по определению лучшей команды МЧС по ликвидации последствий ДТП собрал в Уфе 12 сильнейших коллективов из Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Якутии, Карачаево-Черкесии, Московской, Кировской, Челябинской и Ростовской областей. Каждой команде было на что посмотреть и что показать. В своих регионах они уже сильнейшие. Организация хорошая, погода единственная. Холодная у вас, холоднее, чем у нас. Вот. По поводу ДТП 3 машины максимально приближено. Бывает, машины переворачиваются, лежат на боку. Инструмент предусмотрен для стабилизации машины перевернутой, чтобы она не качнулась, ничего не случилось. У каждой пожарной части, конечно же, есть свои технологии. Но самые лучшие выходят на всероссийский уровень. И здесь, конечно, лучшие из лучших, и все свои практики показывают, как лучше реализовать. Друг у друга учатся, друг у друга обмениваются опытом. За работой пожарных наблюдали не только коллеги, но и жители Уфы. Для них тоже подготовили активности. Можно было подняться на высоту в люльке или освоить скалодром, поближе познакомиться с аварийно-спасательной техникой на выставке, а согреться в дождливую погоду помогала полевая кухня с солдатской кашей и горячим чаем. После чего зрители могли вновь вернуться на главную площадку, где было по-настоящему горячо. Спасатели, они больше, конечно, этим занимаются. Мы в основном специализируемся на тушении пожаров, но, в принципе, выезжаем тоже на такие вещи, как ДТП, дислокация пострадавших. В любом случае, такие навыки вот они необходимы. Да, обязательно, конечно. Все равно надо повышать свой профессионализм. Каждое задание максимально приближено к реальным условиям. С последствиями таких ДТП спасателям и пожарным приходится работать и на дорогах общего пользования. Как видно, у каждой команды существует своя тактика работы, но конечная цель одна – как можно скорее деблокировать пострадавших и передать их бригадам скорой помощи. Азат Садриев, Равиль Рахимзянов и Адхат Анваров. Новости Уфа.